Здравствуйте, меня зовут Марина Нестерова, я представитель члена Совета старых 203-го микрорайона. И сегодня хотели бы сказать про то, как нам мешают алкоточки на 203-м микрорайоне жить. Утром это вообще просто невозможно. Начинают ходить пьяные мужчины, женщины. Невозможно просто спокойно гулять с детьми. В нашем же корпусе находится детский сад муниципальный, куда смотрят наше правительство, непонятно. Хотелось бы, чтобы приняли поскорее бы закон соответствующий о закрытии алкоточек. Я сама работаю в детском саду номер 1 звездочкой, и через дорогу у нас находится пивное заведение, не будем говорить название. Это ужасно. Выходишь с детьми на прогулку, и с утра начинаются вот эти пьяные хождения, обрыгаловки, и дети вынуждены смотреть на это все, и чему они будут учиться, ничему хорошему это не приведет. Ужасные, страшные массовые драки, постоянные крики и оры, непонятно что, ужас. Одним словом, мы все жители 203-го микрорайона, да и в принципе весь город за то, чтобы закрыли поскорее эти питейные точки. Да, вот технический перерыв, видимо, узнали то, что придут снимать репортеры. За счет этого, я думаю, из-за этого закрыли в данный момент такую точку. Могу показать то, что вот пиво здесь продают, а дети сюда ходят в садик, смотрите, можете посмотреть. Ну, тут рядом школа находится, это вообще жесть какая-то. Если, конечно, есть возможность это все закрыть или там какое-то время для них, для пивных, дать нам правительству нашему, наверное, нужно это сделать, но это нереально. Потому что здесь покупают пиво, потом идут на 203-й, там пьют, потом пьяные идут по 203-му, по улице Ларионова. И все это видят дети, и все это видят граждане наши. Старики ходят здесь, и остановка рядом, это все видно. Я считаю, это вообще какой-то беспредел, бардак, который нужно как-то прикрыть, там, найти какие-то способы решения, чтобы это все закрыть. Я не против, чтобы они продавали пиво, зарабатывали деньги люди. Конечно, я все понимаю, это бизнес, но я думаю, не там, где спальные районы и находятся садики, а там уже от совести, наверное, собственников этих бизнесов. Я думаю, пускай думают сами, как им будет житься там.